республика. В эфире главного национального канала программа «Новый день». И это утро среды. На протяжении всей этой недели вместе с вами просыпаемся мы, Катерина Винокурова и Иван Луцкан. Сегодня 23 октября. И сегодня мы хотим поздравить с профессиональным праздником тех, кто занимается рекламой. Это ее составители, рекламодатели, маркетологи, менеджеры, агенты и пиарщики нашей страны. Кстати, праздник этот отмечается с далекого 1994 года, и за время своего существования он успел стать весомым поводом поговорить о том, какое место в нашей жизни занимает реклама. И лозунг «Реклама – двигатель торговли» он становится еще более актуальным, ведь это именно так. А также среди праздников 23 октября День снежного барса, который занесен в Красную книгу, и День моля, входящего в международную систему СИ, как независимая единица физической величины. Нам не выпала опять честь поговорить о календаре лунном, который обещает вновь неплохой день, как и вчера, для финансовой деятельности в данном случае. Большая вероятность того, что люди, родившиеся в этот день, получат благосклонность фортуны, то есть это лотереи, видимо, какие-то там, может и повезет где-нибудь. Или среди ваших родных и друзей есть именинники 23 октября. Поздравьте их с посредством нашего WhatsApp номера 8 914 279 22 62. Ждем ваших сообщений, зачитаем обязательно. И пока вы набираете свои поздравительные тексты, мы ознакомим вас со свежим прогнозом погоды. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила -3, -6 градусов. Днем ожидается -2, -4. В Заречье утром -4, -15, днем -2, -9 градусов. В Южных -5, -6 утром, днем до -4 градусов. В Вилюйских Улусах -5, -7 утром, а днем -1, -3. В Нижнеленских -10, -19 утром, днем -9, -16. В западных Улусах -6, -7 утром, днем -2, -3 градуса. В Колымо-Индигирских Улусах -12, -17 утром, днем от -9 до -16. В Янских -12, -16 утром, днем -10, -14. В северо-западных Улусах -7, -23 утром, днем -11, -18. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила -6 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается -2, -4 градуса. Такая интересная музыка у нас часы погоды, такая, как будто сейчас будет нагнетать обстановку, будет метель, ветер, такая интересная. Ну, хотя погода, она всегда преподносит свои сюрпризы. Кстати, хотим напомнить, что в 2020 году отмечается великий юбилей Победы, 75 лет в Великой Отечественной войне советского народа, и в рамках этого наша компания объявила конкурс «Письма с фронта». Если у вас сохранились письма ваших бабушек, дедушек, прадедушек, вы можете поделиться ими с нами. Мы ждем вас по адресу Орджоникидзе, 48, второй этаж, кабинет 201, в будние дни, в рабочее время. Ну а далее мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Низкоквалифицированный труд должен отходить к роботам, а люди должны обладать мягкими навыками, то есть креативным мышлением, способностью оперативно решать проблемы. Такое мнение высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В Москве проходит 8-й международный форум «Открытые инновации». Центральная тема – трансформация рынка труда в связи с внедрением в производство робототехники. Как полагает глава правительства, за 4 столетия с момента промышленной революции машины не смогли вытеснить людей и все-таки не смогут этого сделать.
В России заработает суперсервис поступления в ВУЗ онлайн. С помощью него абитуриент сможет через единый портал госуслуг подать документы в организации высшего образования по программам бакалавриата и специалитета. Планируется, что для поступления и зачисления абитуриентов будет создан дополнительный канал подачи документов. В Миноборнауки ожидают, что поступление в университет через онлайн-сервис приведет к сокращению временных и транспортных затрат абитуриентов. Услуга для нескольких вузов начнет работать уже в следующем году. Якутские школьники смогут посетить базу подготовки космонавтов в Звездном городке. Этот проект обсудили в ходе рабочей встречи в Москве глава Якутии Айсен Николаев и начальник научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Павел Власов. Речь идет о программе дополнительного образования аэрокосмической направленности «Старт в космос». По итогам дистанционной олимпиады по физике и математике, по истории авиации и космонавтики были отобраны 40 юных якутян. Победители в скором времени должны отправиться в Москву, где познакомятся с настоящими космонавтами. Завершающим этапом для финалистов будет посещение Звездного городка и посещение Центра подготовки космонавтов, тренажерной базы, занятия с погружением. Они у нас будут 2 дня жить, посмотрят все, что есть, для того, чтобы когда-нибудь по прошествии, немногих, я надеюсь, лет, кого-то мы их увидели, из них мы увидели в качестве кандидатов для поступления в отряд космонавтов. Сегодня в Якутии отмечают День ювелира. Он был утвержден в 2010 году. Как отмечают представители этой профессии, тот факт, что этот день был признан на государственном уровне, говорит об огромном уважении к этому виду промышленности. Сегодня ювелирная отрасль играет немалую роль в развитии экономики Якутии, а благодаря качеству продукции спрос растет не только со стороны российских покупателей, но и зарубежных. На днях в Амге прошел первый улусный конкурс короткометражных фильмов «Создай сам». Всего было представлено 9 любительских кинофильмов из 4 наслегов. Все работы получили награды и номинации, а гран-при у съемочной группы короткометражного фильма «Өгень» Амгинского народного театра. Несыгранные роли. Спектакль под таким названием представят студенты Якутского колледжа культуры и искусства на сцене Саха-театра 28 октября. Это история о трагической судьбе якутян, которые в 1940 году отправились учиться на артиста в Ленинград. Но судьба распорядилась по-другому. Началась война, большинство юношей ушли на фронт. Постановка посвящена 75-летию прорыва немецко-фашистской блокады Ленинграда. Помимо этого, в ноябре планируется показ спектакля в Москве и в Санкт-Петербурге. События разворачиваются в 1940 году, когда набрали якутскую труппу в Ленинградский театральный институт имени Островского. И, к сожалению, эта якутская труппа попадает в блокаду 8 сентября, как мы знаем. Из 34 ребят, которые были набраны в эту труппу, на родину возвращаются 15 человек, и из них только Анастасия Ларионова становится актрисой Якутского театра. Таковы новости к этой минуте. Не переключайтесь. Спасибо, коллега. Мы продолжаем наш эфир. 3 июня вся республика перешла на цифровое телевизионное вещание, а с середины октября этот переход произошел по всей стране. Но до сих пор у населения остаются вопросы. Кто-то не успел приобрести приставку, кто-то потерял свои любимые каналы. Я очень надеюсь, что все ответы вы найдете в следующем сюжете. Супруги Аверинские только к середине октября закрыли дачный сезон и вернулись в свою городскую квартиру. А оказалось, вся страна перешла на цифровое вещание, и любимые каналы потерялись. Я решил сам настроить. Но тоже попытался, почитал инструкции, ничего там не понял. Понял, что не подходит эта приставка. Пошел в магазин, купил приставку, самую дорогую, на мой взгляд. Там есть и кабель, и все есть. Пришел, давай подключать, как там написано, ничего не понял. И в результате, как сказать, решил, что телевизор не работает. В конце концов догадался позвонить на РНК. После неудачных попыток договориться с телевизором, этот звонок оказался решающим.
Вместе со съемочной группой приехал инженер якутского филиала теле- и радиосети. С заводским стандартом, получается, в комплекте имеется кабель АВ-типа, ну, как в старых видеомагнитофонах. И подключаем их, соответственно, по цветам, чтобы, так сказать, не возиться с разноцветными кабелями, либо в случае отсутствия их, в зависимости от модификации телевизора, он может дополнительно приобрести шнур HDMI и подключить его с телевизора на приставку. А аналоговый, получается, он переходник, как бы, и он подцепляется на другой конец к телевизору. То есть, получается, это будет удобно для наших пенсионеров, чтобы каждый раз антенну не вытыкали отсюда и перетыкали на телевизор. Вот находим поиск. Диапазон поиска выбираем DVB-T2, стандарт цифрового телевидения. Тип поиска все каналы. Мы сейчас нажмем автопоиск, но также, если вы знаете телевизионный канал, вы можете поискать ручным поиском. Для тех, кто не перешел на цифровое вещание, работает сайт «Смотри цифру РФ», где подробно указан весь алгоритм необходимых действий от выбора приставки и антенны до инструкции их подключения. Для телезрителей, которые привыкли смотреть НБК Саха и Якутия 24, мы вас информируем о том, что, получается, оно до сих пор вещает, аналоговое вещание данных телеканалов у нас будет, их не отключили. Также для телезрителей, которые только настраивают цифровое телевидение, им необходимо удостовериться, что у них антенна соответствующая. А те, которые у нас живут в городе, им достаточно приобрести дециметровую антенну, это как обычная наша рогатка, да, вот домашняя антенна, либо всеволновую антенну, как у Александра Ивановича, который сможет принимать и цифровое, и аналоговое телевидение. И вновь Александр Иванович с супругой Анной Дмитриевной могут спокойно смотреть любимые каналы. Мария Павлова, Андрей Рукавишников. Новый день. Якутск. Доброе утро, мы продолжаем. Как вы знаете, при рождении второго ребенка полагается материнский капитал по линии Пенсионного фонда Российской Федерации. Но законодательство постоянно меняется, и какие формы расходования этих средств существуют на данный момент, мы узнаем из нашего следующего сюжета. Одним из самых популярных среди граждан способов распоряжения средствами семейного мат-капитала – приобретение жилого помещения. Возможность купить как жилой дом с земельным участком, так и квартиру в многоквартирном доме. Важно помнить, что жилье должно находиться на территории Российской Федерации, первое условие. Второе, жилье, конечно, должно быть пригодным для жилья. Если это квартира в многоквартирном доме, то многоквартирный дом не должен быть признан аварийным. Список аварийных домов можно посмотреть на сайте официальном reforma.jkh.ru. Также при покупке жилого помещения ребенку, с рождением которого выдан сертификат, должно быть исполнено 3 года. Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в собственность всех членов семьи, называемую долевой. Для этого необходимо проделать, в принципе, очень простые шаги. Первое – это, конечно, оформить договор купли-продажи с указанием, что члены семьи будут собственниками данного помещения. Второе – это подойти на регистрацию права собственности. Если жилье приобретается на территории республики нашей, то документы оформляются через наш центр «Мои документы». Если же семья приобретает жилое помещение за пределами нашей республики, то по таким сделкам у нас подают документы в кадастровую палату. По итогам регистрации семья получает договоры и выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Уже затем семья подает на распоряжение средств материнского капитала. Не бывает так, что семья привлекает, например, заемные средства через банки. Тогда банк может поставить условия сделки, чтобы имущество сразу не было оформлено в собственность всех членов семьи. То есть сначала оформляют на супругов, на родителей, потом уже по истечении времени уже долевую собственность всех членов семьи, то есть включая детей. В таком случае немножко у нас
этапы меняются, да, то есть для начала, конечно, все равно это договор купли-продажи с продавцом. Второй шаг все равно это подача заявления на регистрацию права и регистрацию договора. Также понимая, что если помещение в Якутии, то через центр «Мои документы», если помещение не в Якутии, то через офисы кадастровой палаты. Значит, получив уже зарегистрированный договор и выписку из ЕГР, то есть Единого государственного реестра недвижимости, семья идет сначала к нотариусу оформить обязательства о том, что они потом включат в число собственников всех детей. Не только ребенка, который родился второй, да, но и первого своего ребенка, если есть последующий, то потом последующих тоже. С такими обязательствами, сделанными у нотариуса, семья идет подавать документы на распоряжение средствами материнского капитала, что можно сделать как через центр «Мои документы», так и через Пенсионный фонд Российской Федерации. После чего составляется соглашение о распределении долей, и только с данным соглашением уже можно оформить долевую собственность на всех членов семьи. Чтобы оформить собственность, необходимо подойти в один из офисов центра «Мои документы». Доброе утро, 23 октября на календаре. Мы продолжаем наш эфир. На очереди наша рубрика «Вакансии». Итак, требуется повар, наличие медицинской книжки, санминимума, прививки, безвредных привычек, образование профессиональное, в том числе начальная профессиональная заработная плата 30 тысяч рублей. Врач-невролог требуется в клинико-консультативный отдел, высшее образование, наличие первичной специализации, интернатуры или клинической ординатуры по соответствующей специальности и действующий сертификат, зарплата от 57 тысяч рублей. Требуется врач-анестезиолог, реаниматолог, в перинатальный центр, высшее образование, наличие первичной специализации или интернатура, клиническая ординатура, заработная плата от 64 тысяч рублей. Воспользуюсь служебным положением, тоже скажу, а вот мне нужен врач участкового педиатра в больницу. Да, обращайтесь ко мне. Вот. А по всем остальным вакансиям обращайтесь по адресу Петра Алексеева, 6/1, Центр занятости населения города Якутска. Мы сегодня упустили еще одну очень интересную дату. 23 октября в Якутии отмечается День ювелира. Всем известно, что работы наших мастеров-ювелиров неизменно вызывают интерес и восхищение во всем мире. Именно поэтому в Якутии, единственном субъекте России, указом президента республики Саха в 2010 году учрежден этот профессиональный праздник, который отмечается ежегодно, сегодня, 23 октября. Всех с праздником! Ко Дню работника ювелирной и алмазокранильной промышленности Якутии «Сокровищница Республики» с 14 по 31 октября проводит выставку под названием «Ведущие ювелиры Якутии». В экспозиции выставлены эксклюзивные работы лучших мастеров-ювелиров. Здесь можно увидеть новинки ювелирной моды от якутских дизайнеров, которые не оставят равнодушными наших модниц, и арт-эксперименты в национальных якутских украшениях, которые всегда остаются в тренде. Одним из центральных экспонатов является украшение 18-19 века, восстановленное по эскизам изделия из собрания Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Здесь можно увидеть работы различных наших мастеров на тематику там из золота, из серебра. Даже вот очень большая композиция Августины Филипповой у нас представлена, называется «Небесная невеста», в котором использовали 9 килограммов серебра. И отрадно, что, несмотря на сложные времена, у жителей республики Саха-Якутия есть возможность ознакомиться с работами лучших мастеров. Хочу поздравить работников ювелирной и гранильной промышленности с профессиональным праздником и пожелать вам и вашим близким счастья и здоровья. Не упустите шанс ознакомиться с новыми работами наших талантливых мастеров-ювелиров.
Доброе утро, мы продолжаем. Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России. Их оказалось более половины, это 53,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В Высшей школе корпоративного управления, которое цитирует агентство РИА Новости, считают, что такой небольшой процент работающих россиянок – следствие спада экономической активности и последующих увольнений персонала. А женщины обычно первыми попадают под сокращение. Однако обращается внимание на тот момент, что 53,2% – это доля официально трудоустроенных женщин. И, скорее всего, россиянки все же трудятся, но неофициально. Ну и, конечно, нельзя не учитывать тот факт, что женщины много времени и сил отдают воспитанию детей. По данным Росстата, в стране работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше. При этом у мужчин занятость составляет 67,8%. Также возможной причиной появления подобных данных могли стать рост теневой экономики и непрозрачности найма работников. Помимо этого, у женщин также ниже уровень профессионализма и их способности менее востребованы. Вот фокусница. То там стояла, сейчас здесь уже появилась. Молодец! А мы продолжим тему как раз занятости с гостем нашей студии. Это Надежда Валентина Михайлова, руководитель отдела активной политики занятости и государственного контроля Госкомзанятости Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Да, и первый же вопрос. Какова сейчас ситуация на рынке труда? Кто все-таки больше нуждается в трудоустройстве, мужчины или женщины? Ну, могу сказать, что очень парадоксально, да, что на сегодняшний день в службу занятости у нас большинство случаев обращаются мужчины. 60% от числа обратившихся в службу занятости в целях поиска подходящей работы – это мужчины. Но 40% – это женщины. Но трудоустройство их, значит, оно равное. Из числа обратившихся мужчин у нас 55% трудоустраивается, и 55% женщин, которые обращаются в службу занятости, тоже трудоустраиваются. Ну, по итогам текущего года у нас, например, если обратилось к нам 17 тысяч мужчин, из них 9,5 уже трудоустроены. Из 12 тысяч женщин, которые обратились к нам в службу занятости в целях поиска, 6,5 тоже на сегодняшний день трудоустроены. Но, тем не менее, я хотела бы сказать, что испытывает трудности в поиске работы большинство это многодетные родители. Но если женщина имеет несколько детей, или если она одинокая женщина, если она, значит, имеет маленького ребенка, то это уже есть сложности в трудоустройстве таких категорий граждан. Вот, да. Вот как раз какая помощь оказывается такой категории женщин? Значит, у нас есть в Республике закон о квотировании рабочих мест. С 2017 года в этот закон о квотировании мы внесли категории: это многодетные родители, одинокие родители и родители, которые воспитывают детей-инвалидов. Ну, на сегодняшний день в Республике в 600 организациях трудятся 1500 родителей, имеющих то есть имеющие детей несовершеннолетних, одинокие родители и детей, воспитывающие детей-инвалидов. Ну и кроме этого у нас вот для женщин, которые имеют детей до 3 лет и желают возобновить трудовую деятельность после выхода декретного отпуска, имеется профессиональное обучение. В этом году мы обучили 50 таких женщин. Обучение у нас происходит по направлению службы занятости, то есть получается для женщины бесплатно. А обучение происходит по востребованным профессиям. Ну, обучаем на такие профессии, как государственные муниципальные закупки. Но в связи с тем, что у нас на сегодняшний день спрос на развитие цифровых технологий, это обучаем на один из предприятий, один из бухгалтерии, электронное делопроизводство. Ну и, как всегда, это обучение идет также и по профессиям парикмахер, кондитер, пекарь. Ну и в этом году у нас есть новая профессия – это санитарное дело. А вот как долго длится это обучение и какой диплом по итогам они получают? Диплом о профессиональной переподготовке? То есть могут ли они спокойно трудоустроиться потом на любом предприятии? Да, ну по итогам обучения они получают сертификаты, удостоверения о повышении квалификации, либо о получении новой специальности.
А сколько должно быть классового образования или какое-то первоначальное образование, уже среднепрофессиональное? Ну, если значит, мы направляем на курсы повышения квалификации, то гражданин должен иметь какое-то образование и профессию. Если гражданина мы направляем на курсы для получения новой профессии, то достаточно иметь среднее образование. Ну, в том плане, что если, допустим, молодая мама, да, еще не успевшая получить образование, может ли она воспользоваться этой услугой и получить вот в этот период какую-то... Да, но имеет право получить новую профессию и уже возобновить свою трудовую деятельность и устроиться на работу. Ну, вот, если... Да. Какие специальности наиболее популярны среди женщин, в каких сферах? Ну, в большинстве случаев у нас женщины трудоустраиваются в сфере услуг. Ну, например, у нас есть очень эффективное мероприятие – это содействие самозанятости безработных граждан. По этому направлению мы, значит, в этом году оказали государственную поддержку 230 гражданам, из них 93 – это женщины. Женщина у нас открывает собственное дело в основном в сфере услуг. Это парикмахерские, ателье, фотоателье, значит, пекарни маленькие, да, возможно. Ну, вот в такой сфере они работают. Ну, вот как раз про бизнес хотелось бы уточнить. Если, допустим, девушка хочет открыть свой бизнес, какую-то помощь вы оказываете в этом плане, как консультационную, так и, может быть, материальную? Ну да, служба занятости у нас оказывает консультационную, значит, помощь, да, в первую очередь. Это возможно и прохождение тестирования на готовность заняться собственным бизнесом. Да? И в случае, если гражданину требуются какие-то новые знания, то направляем на курсы повышения квалификации основы предпринимательской деятельности. После этого гражданин, значит, пишет бизнес-план, защищает перед комиссией, и если комиссия его одобряет, то он регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя, либо открывает общество с ограниченной ответственностью. В этом случае служба занятости предоставляет уже государственную финансовую поддержку. А какие суммы? В размере 152 тысяч. А обязательно ли, чтобы гражданин был безработный на этот момент? Ну вот с прошлого года вот, в этом направлении мы немножко расширили граждан, те, которые могут получить такую государственную поддержку. Если до прошлого года у нас могли получить только граждане, которые имеют официальный статус безработного, то с прошлого года у нас, если гражданин не занят трудовой деятельностью, то он имеет право получить такую господдержку. А если они, вот, допустим, бывает такое, что люди работают на условиях ГПХ, так называемого договора гражданско-правового, является ли это официальной трудовой занятостью или это только оказание услуг, и он, по идее, не занимается трудовой деятельностью? Ну, здесь как бы спорный вопрос, да? Если гражданин по нашему законодательству о занятости населения, да, если гражданин, он имеет какую-то трудовую деятельность и получает за этот заработок и доход, он считается уже занят. То есть, если он работает по ГПХ, мы считаем, что он занят. Хорошо, а вот куда можно обратиться по вот этим вопросам, кто не успел, допустим? Центры занятости у нас имеются во всех улусах нашей республики, да, и можно обратиться в центр занятости определенного улуса, где проживает гражданин, с документами. Ну, достаточно паспорт в первую очередь, да, если гражданин обращается первый раз. А для того, чтобы подтвердить свою трудовую деятельность, опыт, стаж, то необходим уже диплом, трудовую книжку и удостоверение, те, которые у него имеются по профессиональной квалификации. Спасибо большое. Хочется напомнить, что у нас в студии сегодня была Надежда Валентиновна Михайлова, руководитель отдела активной политики занятости и государственного контроля Государственного комитета Республики по занятости населения. Мы говорили о том, как осуществляется государственная поддержка женщин, которые нуждаются в трудоустройстве и хотят, допустим, открыть свой бизнес. Поэтому по всем вопросам обращайтесь в Центр занятости населения в районах, улусах, ну и в городе Якутске и получите квалифицированный ответ. Надежда Валентиновна, спасибо вам за участие в нашей программе. Плодотворной вам работы, удачного дня. Спасибо. У нас реклама. Беги жоңго нехленняга 2 өңөнү оңоробут.
Жон бигиттен келеннер ес қарчы ылалар, әбетер түттүрүтүн қарчыларын уғрунан, мұннынан улахан сылларын тетелер. Мен бұл отпуска бар, сынына барарывын бір сылыннеттен аргыз кредитка қатшы мұннан сағылауды. Наға удобнай, сығырын өне онлайн қатшы бараға қасап. Аргыз кредитка урутум раха төстултан тагышта была качына да было лабы атып бапалланы книжкалар тектурурамын диссе качымнан бетен херин Жон бигеребилин билигин олус улаханнык ылан олорор Apple Якутский бриллианты ден аттах уруну программалахпыт. Ол курдук жон бияха харчыларын урунохтарын унна муннохтарын багарар бит боллахтарына бәлерин районнаргар бар офистаргар эбетер Жокускайга бар 2 офис бытыгар келен бияха харчыларын барыстахтык урунохтарын сөп. Ну что, готовы? Добро пожаловать в Академию будущего Юнион. Здесь веселые уроки каждый день. Педагоги, которые не только помогут в выполнении домашних заданий, но и научат английскому языку. Юнион – это новые друзья. Это место для творчества и вдохновения. В продленке дети рисуют, лепят и мастерят. У нас есть все, чтобы ребенок чувствовал себя как дома. Детский скалодром, сухой бассейн, лего-комната, тематические вечеринки, и это все только в Юнион. Ваши детки не только качественно выполнят домашнее задание, но и с пользой проведут свободное от учебы время, развивая свои творческие и интеллектуальные способности. Ждем вас в Академии будущего Юнион. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Вопросы экологии становятся все актуальнее и актуальнее из года в год. И это видно из социальных сетей, это видно и в общении просто с разными жителями нашей планеты. Из разных уголков мы видим определенные сигналы, которые поступают об ухудшении окружающей среды. Пластик и пластиковые изделия, как мы знаем, очень имеют долгий период разложения, тем самым нанося определенный вред окружающей среде. А в частности, пластиковый пакет – это тот предмет, которым мы привыкли пользоваться ежедневно. Об альтернативе ему и возможной переработке мы собрали рассуждения у населения нашего города. Сможете ли вы жить без пластиковых пакетов? Без пластиковых? Не могу. Все продукты у нас из пластика. Из-за этого наша республика грязная, мусор много. И надо сделать такой, собирать мусор. Как и в Германии же есть банкомат для пластиковых. Так что надо сделать тут. Думаю, да. Какую альтернативу вы можете предложить? Бумажные пакеты, либо биоразлагаемые. Конечно. Я 3 пищные вот сумку ношу. Но при советском власти все так жили же, должны жить. Да, конечно, если бумажные заменят. Да, конечно. Я ими не пользуюсь. А какую альтернативу вы используете? Шоперы тканевые, пакеты, сумки. Да. Какую альтернативу вы можете предложить? Ну, я могу предложить обычные пакеты, которые легко могут утилизироваться. А как можно решить проблему переработки пакетов? Ну, конечно, это надо, у нас проблема. Ну, во-первых, это нужна мусорная реформа и как сортировка. То есть это уже как бы граждане сами должны осознанно к этому подойти. Мне кажется, сейчас мы еще не готовы, именно наше общество. Ну, мусороперерабатывающие заводы должны этим заниматься. Не знаю, но делают же трубы пластмассовые, которые по 15 лет стоят. Вот и так и перерабатывают. В некоторых странах, насколько я помню, да, перерабатывают, делают асфальт, допустим, да. В современном мире это кто города, ну, пластиковые плиты же делает. Мне кажется, то, что нужно проводить лекции молодым поколениям на уроках, то, что нужно с малых лет беречь нашу экологию и массово распространить эту идею. Ведь мы так можем спасти наше будущее.
Ну, я, пожалуй, соглашусь, что человек ко всему привыкает. И очень надеюсь, что мы когда-нибудь придем все-таки к тому, что перестанем пользоваться пластиковыми предметами. Просто пока шел сюжет, мы с Катей обсуждали как раз его, и она сказала, я уже давно без пластиковых пакетов живу, только бумажные с собой ношу, чтобы они утилизировались, да? Стараюсь. Молодец. Стараюсь. В Национальной библиотеке Якутии состоится презентация-выставка уникальной коллекции дарственных книг из личной библиотеки ученого-этнолога, автора монографии «Орнаментальное искусство якутов», основателя именной стипендии для молодых исследователей Якутии Уллы Йоханссон. Из 4000 экземпляров получено более 100 книг и 6 рукописей. Более подробно в следующем материале. В рамках Дней Германии в Якутске Национальной библиотеки Якутии презентует уникальную коллекцию дарственных книг ученого-этнолога Уллы Йоханссон. Сотрудниками Национальной библиотеки Якутии проведена огромная предварительная работа по подготовке, отбору и почтовой пересылке книг из Германии Уллы Йоханссон. В настоящее время уже получено более 100 книг и 6 рукописей. Национальная библиотека получила в дар уникальную коллекцию Уллы Йоханссон, известного ученого, этнолога с мировым именем, автора книги «Орнаментальное искусство якутов». Она по этой теме защитилась еще в 1953 году. Ну, уникальность момента, можно сказать, что в то время это было время холодной войны, и возможности выезжать на исследования вот за пределы Германии, вот в России, в Якутии тем более у нее не было, и она вот изучала данную коллекцию именно на базе Гамбургского музея этнографического, и где была вот выставка, которая поступила еще из дореволюционной России. Дарственная коллекция Уллы Йоханссон включает в себя работы по истории и этнографии народов Сибири, Дальнего Востока, Южного Урала и Среднего Поволжья. Есть работы по археологии, фольклору и источниковедению Сибири. Вообще жемчужиной коллекции Уллы Йоханссон можно считать книгу Филиппа фон Страленберга «Северная и восточная части Европы и Азии». Вот эта книга. Она уникальна тем, что в ней впервые сделана классификация и типология языков, и на сравнительном примере показано родство якутского языка с отдельными вот тюркскими языками. Впервые вот была сделана такая попытка в этой книге. Улла Йоханссон в свое время где-то выкупила, где-то ей подарили вот коллекцию именно вот отдельных тоже собирателей, да, вот этнографических каких-то вот книг получается. Улла Йоханссон в официальном письме директору Национальной библиотеки написала, что ее главная цель – это способствовать развитию Якутска как одного из центров науки и искусства. А передаче в дар коллекции ученого способствовала заслуженная артистка ИАССР Аиза Решетникова. Наталья Колесова, Андрей Лазарев. Новый день. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. В этом году Ассамблея народов Республики Саха-Якутия отмечает первый такой серьезный юбилей, 25 лет. Ассамблея народов появилась в Якутии раньше, чем Ассамблея народов России. И сегодня мы поговорим с гостем в нашей студии. Рада представить вам председателя русской общины Республики Саха-Якутия Александра Подголова. Александр Григорьевич, доброе утро. Здравствуйте. Ну, немного расскажите нам об Ассамблее народов Республики в этом году, да, она, как уже сказано, отмечает 25-летие. Тихонько, быстро рассказать об истории создания, да? Ну, она была создана в 1994 году, как уже нетрудно отнять, да, этот срок, но мы с вами живем в той стране, где всегда вот эта дружба народов, она, в общем-то, из века в век. И тогда в новых условиях все равно что-то должно было быть. Что-то должно было объединять людей. И это было требование времени. И поэтому собрались активные люди различных национальностей, которые проживали на территории нашей республики. Ну, от русской общины, естественно, это была Людмила Герасимовна Медведева. Вот. И их собрали, они посовещались, поговорили и создали вот такую ассамблею. Кстати, в этом же году была и создана общественная организация «Русская община Республики Саха-Якутия». Ну, если кратко, тогда ассамблеей
были такие люди, как Анатолий Бравин, Топорков, Ишаев, вот такие вот. Ну и, естественно, Михаил Ефимович Николаев. Вот так кратко. Какие мероприятия планируется провести в рамках юбилея? Уже проводятся. Да, мероприятия на самом деле идут с весны, но такие можно выделить такие интересные. Это ассамблея вместе с Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям. Правильно я вам назвал, да? Была проведена такая встреча преподавателей университета, министерства со студентами. История народа, история семьи, история страны. Вообще надо ли это знать? Ну, вот такая очень интересная дискуссия, мне кажется, просто ее надо продолжать. Наконец, поколения поговорили между собой, хотя, конечно же, старшее поколение говорило больше, как всегда. Да? Следующее, то, что мне очень нравится, это детский конкурс рисунков, который сейчас можно посмотреть, он идет «Россия. Моя история» в этом историческом комплексе. Более 160 работ, и участвуют в нем дети с 7 до 15 лет. И на самом деле уже на конкурс подведены итоги, но они будут озвучены где-то в начале ноября. Вот. Ну а самое главное подведение такое будет, это форум с 1 по 4 ноября, который будет проходить в Доме дружбы имени Кулаковского. Там и будет этнографический диктант, и конкурс «Этнокраса», и игры, фестиваль северных игр, и фотоконкурс, и смотр мастеров, господи, и семинары различные, и круглые столы. Ну, на самом деле, и сам форум. Вообще, очень насыщенная программа. И я вообще приглашаю всех жителей и гостей нашего города, чтобы они пришли, не стеснялись, посмотрели. Да, кстати, там еще и будет выставка национальных костюмов. Ну, если я сейчас буду перечислять, очень долго уйдет время. А Иван предупреждал, что времени у нас мало. Ну вот русская община буквально недавно выиграла в очередной раз грант президента страны. О чем был проект и, соответственно, какой вклад вы вносите в развитие ассамблеи? Иван, вот тут хочу поправить. Президент Грант России русская община выиграла впервые. Это подросток все раз выиграл. Ну вот видите, вы ассоциируетесь с двумя организациями. Вот. На самом деле нам очень приятно. Мы в республике выиграли 3 гранта. И сейчас мы выиграли уже российский грант. Это, он называется «Поэтический русский календарь». Каждый месяц русская община будет проводить мероприятия, связанные с каким-то из поэтов великих, русских и советских. Ну, начнем мы с Александра Сергеевича Грибоедова. Ну, и у нас там будет и Есенин, и Бергольц. Ну, естественно, Твардовский, так как все-таки год Победы. И другие, конечно же, наше все, Александр Сергеевич Пушкин. Вот каждый месяц у нас будет какое-то мероприятие. Мероприятия будут разные. Где-то это будет в интернете проходить, где-то в каком-то клубе, вплоть до того, что где-то это будет в какой-то школе. Другое это будет прямо, вот мы хотим у Твардовского это сделать, мемориал солдаты Туймады. Почитать стихи именно, потому что он родился 21 июня. Видите, как бы и Исех наш праздник, да, и 22 июня день скорби. И вот мы хотим как раз соединить. Вот за этот грант вот нам дали. Но принять могут участие все, я так понимаю, от мала до велика. Конечно, мы специально сделали, что у нас будут в этом гранте принимать участие все. Хоть и русская община, но на самом деле все национальности и все возраста, начиная с дошколят, заканчивая пенсионерами, продолжая тему, которую вы тут начали. Чем заняться пенсионерам? Почему бы им не почитать стихи? Что только танцевать, да? То есть обращаться надо в русскую общину? Конечно. Где располагаетесь? Да, если... Ну, русская община, она... Меня можно найти и в Подростке, и у нас есть кабинет номер 2. Это в ДК имени Кулаковского. Александр Григорьевич, спасибо вам за участие в нашей программе. Спасибо. Хочется пожелать удачи в новых победах, в грантах и с 25-летием Ассамблеи народов. Спасибо. Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу. За это время можете успеть отправить наше WhatsApp-сообщение на наш студийный номер. Ждем.
Твердотопливные котлы длительного горения Липснелли Arctic. Инновационный принцип горения сверху вниз с дозированной подачей воздуха. Выносная зольная секция. Увеличенные дверные проемы. 2 режима горения. Липснелли Arctic. Проверено полюсом холода. В торговом доме СРБК шикарная греческая соболиная шуба по очень приятной цене. Роскошь стала доступней. СРБК. СКА Мебель осенний ценопад до 40%. Кухни, диваны, мебель для офиса, детских садов и школ можно оформить в рассрочку или кредит. Ждем вас по адресу 50 лет Советской армии 30. Телефон 700 590. Фабрика Сардана открывает юбилейный сезон. Новые модели унтов, торбозов, шуб и головных уборов. Расширенный ассортимент сувениров. Лучшие цены только у нас. Действует система скидок. Фабрика Сардана вместе с вами 50 лет. Уважаемые жители республики, не упустите возможность приобрести новые квартиры на улице Строителей в городе Якутске. Звоните 459 359. Впервые в Якутске. Огромный выбор пуховиков и модных пар в центре верхней одежды «Торнадо». Скидки и рассрочка до 2 лет. «Торнадо». ТЦ ГАИ, 2-й этаж. Магазин кожи и меха из снова закрывается. Фабричные цены на все. Спешите купить шубу или дубленку с максимальной выгодой. На Крупской, 13. Позабыли, не купили, только время упустили. Делаем умнее. Покупаем квартиру в строящемся доме на улице Полины Осипенко. Старт продаж. Сейчас самое время. АО ДСК 33 13 28. 10 ноября. Сахая. Рыгыт Джилхата. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Закрытие паромных переправ ежегодно проходит в середине и конца октября. На сегодняшний день на реке Лена, на участке Кангалас-Сотинцы и на реке Алдан паромные переправы закрыты. А закрытие переправы Якутск-Нижний Бестях зависит от погодных условий, пояснили в Минтрансе Якутии. Здесь на сегодняшний день выполняется 3 рейса в день. 23 числа у нас планируется сокращение количества паромных этих судов. Как в навигацию 2019 года у нас было задействовано 13 единиц паромов. И с завтрашнего дня планируется уже 7 единиц судов, что будут работать. И, соответственно, у нас тарифы повышаются. У нас тарифы действуют с 2016 года. В летний период и период неблагоприятных условий они утверждены у нас приказом Государственного комитета Республики Саха-Якутия, это уполномоченным органом. И по пассажирским перевозкам у нас тоже судовладельцы, у нас Якутск, Нижний Бестях выполняют порядка 9 индивидуальных предпринимателей, порядка 30 судов получается, и с завтрашнего дня уже переходят на суда на воздушной подушке. Да, вот буквально в эти выходные я съездил на пароме, все отлично, ходят по расписанию. Очередей даже не было, вот что самое удивительное, не толкучки, все это было хорошо. Невозможно представить страну без памятников или скульптур. Мемориалы создают воспоминания, оставляют маркеры на линии истории, которые заставляют обратить внимание. В столице Якутии также есть памятные места, отмеченные скульптурными композициями, стеллами и монументами. Подробности далее.
утро. Мы продолжаем наш эфир. Наверное, сейчас у выпускников школ, 11 классов, кто обучается, наверное, самая горячая пора. У них голова думает о том, куда поступить и выбрать какой жизненный путь, с учетом того, что сейчас пора определяться с единым государственным экзаменом. У нас в студии гости, которые предлагают свои услуги в данном случае при поступлении в ВУЗ. Это Рум Румович Ушницкий, декан юридического факультета имени Амосова СВФУ, и Алексей Осипов, доцент кафедры гражданского права юридического факультета СВФУ. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рум Румович, в первую очередь поздравляем вас с избранием деканом юридического факультета. Ну и вот первый вопрос связан как раз-таки с профориентацией выпускников. Сейчас самая горячая пора выбирать ЕГЭ. Что бы вы посоветовали ребятам? Ну, само собой, мы пришли сюда для того, чтобы ориентировать выпускников для поступления на юридический факультет Северо-Восточного федерального университета. Но мне хотелось бы обратиться к тем школьникам, ученикам 11 классов, которые решили свою судьбу связать с юриспруденцией. Есть известное римское выражение: юриспруденция – это искусство добра и справедливости. И вот если человек считает главной целью своей жизни служить добру и бороться за справедливость, то мы с радостью его примем к себе на юридический факультет и научим этому искусству. А по каким специальностям готовит юридический факультет? У нас два профиля бакалавров. Мы готовим по профилю правовое обеспечение государственной, хозяйственной, частной деятельности, а также по правовое обеспечение правоохранительной деятельности. Но в связи с тем, что мы перешли на Болонскую систему, тут уровень бакалавра, он не определяет главное направление профессиональной деятельности. Надо ориентироваться на магистратуру уже с самого начала. И тут у наших выпускников есть очень широкие возможности продолжить учебу в Центральной России, у нас же продолжить учебу в магистратуре. Вот в связи с этим как раз я считаю, что первое, бакалаврский уровень образования желательно получать не так, недалеко, выезжая. Вот именно поэтому агитирую всех поступать на юридический факультет. А как ситуация обстоит с юридическим колледжем? Это при университете, да? Да. Также. У нас был создан и успешно осуществляет свою деятельность юридический колледж. Мы готовим специалистов по направлению права социального обеспечения. Но, опять же, в основном выпускники колледжа, они продолжают учебу. В большинстве своем на нашем же факультете, но и имеют возможность поступать и в другие вузы страны. И вот тут они могут, есть такие студенты, которые все уровни образования проходят, и СПО, и бакалавриат, магистратуру, в том числе даже аспирантуру. Есть такие студенты, которые добиваются очень хороших результатов. Ну, например, у нас студентка 4-го курса сейчас является стипендиатом президента Российской Федерации и стипендиатом правительства Российской Федерации, будучи выпускницей юридического колледжа. Алексей Леонидович, а тяжело учиться на юридическом факультете? Мне трудно судить, я преподаю, но иногда студенты делятся своими впечатлениями и говорят, что действительно сложно, ведь только федеральных законов в нашей стране действует около 6 тысяч. Кроме федеральных, это еще судебная практика, региональные законы необходимо изучить. И недостаточно просто прочитать, что для того, чтобы освоить эту информацию, нужны какие-то качества, да? Например, аналитический склад ума. Поэтому, да, действительно сложно. И мало того, что еще и законы меняются у нас каждый день. Да. Каждый день, да. Да, это явление динамичное, постоянно меняется. Тут недостаточно просто изучить законы. Для того, чтобы стать успешным юристом, добиться
действительно успехов в этой профессии, нужно постоянно следить за изменяющимся постоянно законодательством. Ну и за судебной практикой тоже. Если будущий абитуриент примет решение поступать непосредственно на юридический факультет, какой единый госэкзамен он должен выбрать для того, чтобы сдавать? Потому что тут сейчас, по-моему, как раз время определения. Ну, это стандартные предметы для всех юридических вузов. История, обществознание, русский. Вот. У нас в следующем учебном году будет выделено всего лишь 18 бюджетных мест. Как бы это от нас не зависит, к сожалению. Как бы эти цифры опускает Министерство образования, исходя из потребностей экономики. Вот. И в данный момент, к сожалению, всего лишь 18 мест бюджетных. Поэтому и конкурс большой, и средний балл ЕГЭ, который нужно набрать для того, чтобы поступить на бюджет, у нас в этом году, этим летом, составил 76 баллов. Это 76 по 3 предметам, да, получается? Их суммируется, делится на 3, да? Да, это достаточно высокий. Если в остальные факультеты нужно набрать 60 баллов, вот у нас, к сожалению, да, такой высокий. Но, тем не менее, несмотря на то, что бюджетных мест мало, мы никогда особо и не испытываем недостатка абитуриентов, потому что до сих пор, несмотря на миф, сложившийся о том, что юристы не нужны, тем не менее, абитуриенты выбирают эту профессию, и все опросы показывают, что до сих пор профессия юриста считается престижной. Вот. Тут много, наверное, факторов, что профессия классическая. А кем все-таки чаще становится, окончив юридический факультет? Ну, профессия юрист универсальная. Каждой организации, каждому предприятию более-менее крупному нужен юрист. Вот. Кроме этого, есть профессии, которые по закону требуют высшего юридического образования. Следователь, прокурор, судьи, адвокаты. Вот. Ну и надо учитывать специфику нашего государства, что в последнее время заработная плата растет как раз у сотрудников правоохранительных органов. И я всегда на встречах со школьниками тоже указываю на это обстоятельство, которое, скажем, часто влияет на выбор будущей профессии. Да, стимулирует, да. Потому что сегодня престижно быть силовиком. Вот. Поэтому... И врачом. У меня есть еще маленькое дополнение. Вот прошлый год он показал очень низкие результаты сдачи ЕГЭ по обществознанию и истории. Я бы хотел обратиться ко всем нашим коллегам, учителям школы, чтобы они объединились и методически этот вопрос обсудили, и мы предлагаем свои усилия для этого. Спасибо большое, а мы уходим на короткую рекламу.